26 километров, 4 полосы, более 80 единиц техники и сотни специалистов-дорожников сразу на нескольких участках. Не просто дорожные работы, а будущее автомобильных сетей региона. Увидеть масштабную реконструкцию федеральной автодороги «Кавказ» изнутри, познакомиться со всеми техническими моментами на месте. Основная задача сегодняшнего выездного совещания. Все должно строиться по срокам, а главное – с исполнением всех предписанных в проекте договоренностей. В зоне строительства автодороги 280 участков под индивидуальное жилищное строительство и более 20 сельскохозяйственных земель. Их выкуп – одна из важнейших задач, которая стоит перед чиновниками. Есть очень много вопросов, которые умножатся в 10 раз, как только первые 100 домов мы будем выкупать. А в этих 100 домах, вот первое распоряжение, оно вышло в пятницу, распоряжение вышло. Сегодня, в понедельник, оно регистрируется на уровне Росавтодора, и завтра мы его получим. И я приду к человеку и скажу: послушай, вот по этому распоряжению я выкупаю тебе дом. Вот дом стоит столько-то. Там оценщики, там целая громадная работа. Но если эта работа будет идти, так сказать, в одну сторону, я ничего не смогу сделать. Вот там мне понадобится помощь руководства республики, каждого главы администрации, так, чтобы это было нормальное явление, так, чтобы помогали, потому что я должен работать. С вопросом о выкупе земель возникают сложности. Именно поэтому, как отметил председатель правительства, к работе по соглашению с владельцами участков необходимо включать и профслужбы, в частности региональное кадастровое управление. Если у нас подход будет ко всем одинаковый, вот есть принцип, стоимость такая, квадратный метр, ни 1 рубль, не больше и не меньше. Ну, конечно, при этом я знаю, что ваш подход люди терять не должны. То есть он жил потому что вот реальная, справедливая цена должна быть, и эту цену он должен получить. Вот над чем мы будем работать. Скотопрогоны, то есть подземный переход для животных – еще одна проблема, на которую обратил внимание присутствующих глава Насыркорской администрации Иса Газгиреев. Сооружение в районе Обегов, предназначенное для безопасности скота, не соответствует требованиям. У вас же инженеры есть, у вас есть же работники, которые понимают в этой дороге. Нельзя же было сделать скотопрогон, где водоотлив, водосброс. Убрали оттуда трубы. Убрали оттуда трубы, которые на водосброс, которые сделаны. И вместо водосброса поставили скотопрогон. Ну как это так можно на самом глубине дороги, которая с верхней и с нижней стороны, отсюда вода собирается, там скотопрогон. Вы туда проезжали? Вы посмотрите, скотопрогон полностью забит балластом, забит. Вот это сейчас мы посмотрим, мы будем разбираться. Если мы, как заказчики, не сделали скотопровод там, где он необходим, остро необходим, это наша головная боль, мы на себя уберем. Реконструкцию трассы начали в сентябре прошлого года. За это время проделан большой фронт работ. В настоящее время силы дорожников сосредоточены сразу на нескольких участках. Ведутся работы на протяжении, получается, 20 километров. Вот, 3 участка строительства. Параллельно сейчас у нас, помимо работ на данной развязке, производятся работы по возведению моста через реку Сунжа. Это район поселка Барсуки. Вот. Также сейчас устраиваются свайные ростверки. То есть производится забитие свай и подготовка к устройству свайных ростверков на развязке на город Карабулак. До конца этого года планируется завершить 5-километровый участок автодороги. Ход этих работ будет сопровождаться информационными баннерами, чтобы жители видели, какие преобразования их ждут в конце реконструкции. Об этом сообщил начальник УПРДОРа «Северный Кавказ» Рустам Личхаджиев, отвечая на вопросы журналистов. Изначально проектом было предусмотрено, по проекту организации строительства было предусмотрено этот объект делать в течение 5 лет. Однако, учитывая важность объекта и громадную интенсивность, в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий, Росавтодором было принято решение, так сказать, из 5 лет перенести на 3 года. Значит, конечная дата сдачи этого объекта 20-30 ноября 2020 года. На следующий год, к концу года, мы этот объект сдадим в эксплуатацию. Сегодня готовность больше 50%. У нас у всех есть понимание, что все это делается для людей. И в основном по этой дороге будут ездить жители нашей республики и гости, конечно же. И мы должны придать максимум, создать комфортные условия для работы автодору, срок, качественно, чтобы эти работы были завершены. Мы и работаем. Все наши замечания, которые мы даем
подрядной организации, заказчику, они учитываются в рабочем порядке, мы разрешаем. Все строительные работы намерены выполнить в сроки, при том качественно, без последующих нареканий. Об этом подрядчик обещает позаботиться. Жарадат Хулхоева, Мербек Миржоев, Новости 24.